В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Северо-Восточный федеральный университет является центром компетенции проектного офиса по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления республики. Перестройка образовательных программ и их актуализация с учетом требований рынка труда – это вызовы нынешнего времени. О планах разработки и осуществления стратегии и тактики цифрового развития СВФУ мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального университета. Петр Петрович, здравствуйте. Ну и прежде всего, какая идет работа в плане разработки и осуществления стратегии и тактики цифрового развития в университете? Спасибо. Прежде всего, как разработать стратегию, мы провели оценку цифровой зрелости, то есть полная инвентаризация, что мы имеем, в каких направлениях у нас хорошая экспертиза и в каких направлениях нам нужно сосредоточиться в целом. И на основании этой оценки по результатам мы разработали структуру стратегии. И там мы выявили 5 основных направлений. Это сервисы, системы, инфраструктура обязательно, и данные, и, конечно же, это у нас кадры. И в этом плане мы уже внутри стратегии уже заложили дорожную карту до 2030 года, и по ней уже сегодняшний день, можно сказать, уже работаем. И вот как включается образовательный процесс институтов вот в эту стратегию? В эту стратегию, во-первых, это у нас цифровая экосистема, которую мы ряд лет уже развиваем. Какие сервисы и системы в поддержку образовательного и научного процесса у нас должны быть и включены в целом. И развитие кадров, это имеется в виду не только преподаватели, но и административно-управленческий персонал, который у нас тоже участвует в образовательном процессе, и, конечно же, наши студенты. И говоря об экосистеме, недавно было подписано соглашение со Сбером и правительством республики по созданию лаборатории искусственного интеллекта. Расскажите немного подробнее об этом. Этот меморандум предполагает создание лаборатории, центра компетенции, можно сказать, в области развития технологий искусственного интеллекта. Здесь основным ядром у нас будет уже существующие работающие лаборатории. Это, во-первых, молодежная лаборатория наша, которая работает внутри кафедры вычислительных технологий нашего Института математики и информатики. И здесь наш молодой ученый состав и будет заниматься в целом этой тематикой. Здесь 3 участника у нас будет. Это, во-первых, в качестве основного заказчика у нас правительство Республики Саха-Якутия, который будет в основном формировать госзаказы и отрасли экономики. Также Сбер здесь основной партнер как технологический, то есть методология, экспертиза, инфраструктура и, возможно, тоже кадровый состав, который сегодня достаточно хорошо работает в лабораториях Сбербанка. И говоря о развитии искусственного интеллекта, какое у него будущее и какие предполагаемые направления деятельности в СВФУ? Последние годы очень много мы слышим о сквозных технологиях. Это уже сопряженные технологии, которые очень тесно связаны, взаимосвязаны друг с другом, и одна технология без другой не может развиваться. Так мы давно развиваем технологии по большим данным, аналитика больших данных. И здесь как раз-таки без методов и технологий искусственного интеллекта невозможно работать. И сегодня мы в этой технологии большое внимание, конечно же, будем уделять генеративным технологиям, да, то есть работа с текстом. Сегодня, наверное, все тоже слышали, что такое чат GPT, и все его новые версии очень достаточно приближаются к человеческим возможностям. И насколько университет работает с искусственным интеллектом в части разработок? В части разработок у нас, можно сказать, на уровне Российской Федерации названы уже лаборатории, работают так называемым гибридным интеллектом. То есть это использование возможностей нейросетей и математических вычислений. И с объединением этих 2 технологий получение качественных результатов.
Ну и в университете развивается киберспорт. Вот что вы можете рассказать об этом? Киберспортом тоже наши студенты, в том числе и преподаватели, тоже не первый день занимаются, но в прошлом году в рамках программы развития университета по приоритет 2030 мы создали центр, называется Центр спортивных цифровых технологий, который объединяет не только киберспорт, но и другие виды спорта, о которых тоже, думаю, потом поговорим. Здесь мы создали специальный центр, который не только занимается продвижением киберспорта, но и анализом его возможных негативных влияний тоже на человека, в том числе это могут быть не только ментальные какие-то влияния, но и физические. Здесь мы тоже, можно похвастаться, уже сегодня имеем достаточные результаты. В этом году, буквально в этом месяце, мы в российском чемпионате студенчества заняли 2-е место. То есть стали чемпионами сперва округа, федерального округа Дальнего Востока, потом вышли на российский уровень и получили такие результаты. Ну и отталкиваясь от этих результатов, есть ли какие-нибудь планы, может быть, создания профессиональной команды внутри университета? Ну, у нас уже сегодня 3 команды работают. Они под менторским сопровождением профессиональных команд, которые имеются в республике. Тот же ХОТУ постоянно с ними занимаются. И с ними работают уже методологи, наши преподаватели. Ну и говоря о киберспорте, невозможно не упомянуть популярный ныне фиджитал спорт, связанный с киберспортом. Вот какая работа ведется в этом направлении? Вот уже в названном центре мы уже начали развивать этот новый вид, так называемый функционально-тактический спорт. Она соединяет, объединяет все возможности киберспорта и физического спорта. Значит, ребята сперва, ярким примером можно привести управление дронами. Сперва ребята управляют дронами в симуляторе, и потом уже они могут уже реальными дронами управлять. И также наш челлендж, это ноу-хау нашего университета, мы здесь и включаем и интеллектуальные виды спорта. Это, во-первых, шашки и шахматы. И как все это работает? Она все работает в одном центре. И центр сотрудничает и с Российской Федерацией фиджитал спорта, и другими вузами-партнерами. Поэтому они вместе вырабатывают методику и рекомендации. Ну вот мы с вами поговорили о том, что о планах создания сборной, и вот сколько людей сегодня внутри университета занимается как киберспортом, так и фиджитал спортом, и есть ли люди, которые занимаются и там, и там? Этот центр у нас работает в рамках, внутри, при Институте физкультуры и спорта. И тем самым мы в первую очередь покрыли адаптивную физкультуру. Те ребята, которые физически не могут посещать занятия в спортивных сооружениях, то они могут подойти в наш центр и в качестве дополнительного занятия и как уже основную дисциплину пройти обучение. На сегодняшний день там охват 400 студентов. Это учитывая и киберспорт, и фиджитал спорт. Оба спорта, оба вида. Совсем недавно в университете прошли курсы по беспилотным летательным аппаратам. Расскажите немножко об этом. Беспилотные авиационные системы сегодня, можно сказать, уже в тренде этого года, в том числе так же, как и искусственный интеллект. И очень много учебных заведений в этом году стартовали программы подготовки среднего профессионального уровня и высшего образования. И здесь мы начали с дополнительного профессионального образования. Мы для этого пригласили ведущего эксперта Российской Федерации из Самары, и он провел занятия уже с нашими преподавателями для наших студентов, школьников и преподавателей курсы. Силами этой команды уже сегодня разработаны пары дополнительных профессиональных образовательных программ, которые будут уже реализовываться в этом году. И как же прошли курсы по беспилотным летательным аппаратам? Насколько они оказались популярны?
Мы даже не ожидали такой интерес со стороны слушателей. Школьники, студенты наши колледжи и нашего университета. Мы даже там в последний момент ограничили количество слушателей, и сегодня это порядка 50 уже слушателей прошли обучение. Вот вы упомянули о дополнительных программах, которые сегодня разрабатываются в университете. Какие еще курсы планирует проводить университет или уже проводит сегодня? Все образовательные программы у нас уже разработаны, и, пользуясь эфиром, тоже хотел бы пригласить на эти курсы для населения. У нас в том числе есть курсы. Это, во-первых, тоже управление дронами, анализ больших данных и работа с использованием генеративных сетей. Можете рассказать об этом немножко подробнее? С каким уровнем подготовки люди могут подойти? Какого возраста? Ну, здесь программы тоже учитывают уровень подготовки слушателей. Там группы делятся на две основные части. Это которые с нуля и которые имеют базовые уже знания в той и иной технологии. Да? Например, по генеративным технологиям это преподаватели, которые имеют в целом представление и которые хотят использовать современные технологии уже в своей профессиональной деятельности. И здесь под них уже постраивается определенная траектория, по которым они могут уже пройти обучение. Ну и, наверное, самое важное, куда люди могут обратиться, чтобы попасть на эти курсы? Ну, у нас есть сайт, официальный сайт университета, там у нас есть специальный раздел объявлений, где мы постоянно публикуем новые программы курсов. Что необходимо, чтобы туда записаться? Ну, во-первых, ознакомиться с описанием курсов, посмотреть на свои возможности и подать заявку. Что ж, Петр Петрович, спасибо вам за эту беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.